Местные жители уже давно жалуются на невозможность безопасно перейти оживленную федеральную трассу. Особой опасности подвергаются дети. Они вынуждены ежедневно без сопровождения взрослых ходить в образовательные учреждения, которые находятся на противоположной стороне от их домов, прямо через опасную дорогу. У нас в школе есть дети, которые живут по ту сторону. Они переходят эту дорогу, и это небезопасно, и там нужен новый пешеходный переход. Надеюсь, в ближайшее время откроют пешеходный переход, чтобы было безопасно. Проблему поручил решить глава региона. В результате договоренности между администрацией Назрани и представительством управления федеральных автодорог «Кавказ» в Ингушетии было принято решение создать временные условия для жителей. И этой мерой стало обустройство подземного перехода. Этот тоннель, по сути, техническое помещение для обслуживания федеральной дороги. За моей спиной уже ведутся работы по планировке пешеходной зоны. В свою очередь Росавтодор провел очень большую колоссальную работу по очистке технического прохода под федеральной автодорогой. То есть был вывезен в большом количестве грунт, также оказывается всяческое содействие. Планируется, что уже в начале следующей недели местные жители смогут безопасно пересекать скоростную трассу. Ход всех текущих работ на Сыркорте находится на контроле главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Ранее он поручил мэру Назрани Руслану Оздоеву совместно с профильными структурами ускорить обустройство подземного перехода, о чем сообщал в своих социальных сетях. Вопросы безопасности жителей, особенно детей, должны решаться в первую очередь. В этом районе проходит федеральная скоростная трасса, и переход через нее детей без сопровождения взрослых подвергает их жизнь серьезному риску. Сейчас, чтобы попасть на противоположную сторону, не нарушая дорожных правил, пешеходу нужно пройти большое расстояние, а это дополнительные неудобства. В начале сентября на место работ выезжали представители Упрдор Кавказ в республике и мэрии Назрани. Было решено, что городская администрация проведет работы по планировке и строительству тротуаров. Именно сейчас рабочие этим и занимаются. В целях минимизирования и травматизма людей, и детей нами тут еще запланирована установка перильных ограждений. Также будут завершены работы по строительству пешеходных тротуаров. Но это все, опять же, меры временные. Представительство управления федеральных автодорог «Кавказ» в Ингушетии планирует построить на этом месте надземный пешеходный переход, который, по данным федерального учреждения, будет открыт в 2027 году. Речь при этом идет не только об этом участке, но еще и о двух других. В районе автовокзала в Назрани и в Гамурзиево. Там будут построены аналогичные объекты для обеспечения безопасности перемещения жителей. Надземные пешеходные переходы нами планируется построить в 2026 году. Заявки все направлены, все необходимые документы оформлены. После одобрения в Росавтодоре в Москве будут спроектированы пешеходные переходы, и уже далее по доведению лимита финансирования они будут благоустроены. Это 3 пешеходные перехода, как мы ранее говорили, уже в районе автовокзала, в районе Кажевского округа, это ближе к скорой помощи, и уже в административном округе Гамурзиевский. Вопросу обеспечения безопасности граждан уделяется повышенное внимание. В районе Кажевского круга сейчас также обустраивается временный пешеходный переход с тротуарами, разметкой и дорожными знаками. Все это позволит жителям безопасно переходить дорогу до открытия надземных переходов. Марьям Акиева, Сулейман Костоев, Магаз, 24.